За 3 года до выхода нашумевшего фильма «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» и за 2 года до японской версии фильма «Звонок» в Якутске вышел фильм под названием «Сятярсир» или же «Проклятая земля». Фильм вышел в 1996 году. Фильм снял молодой режиссер Иванов Эллей. Это был первый якутский хоррор-фильм. На то время таких фильмов больше не было. И этот фильм обрел мистический и культовый статус. Знаете, когда я вспомнил про этот фильм, мне очень захотелось его пересмотреть, так сказать, свежим взглядом. Я его не смотрел, наверное, лет 20, даже больше. И вот когда ты его сейчас смотришь, конечно, он уже воспринимается намного проще. То столько фильмов уже просмотрено, и тяжело чем-то удивить. Но вот это все-таки самобытность, видно то, что насколько режиссер хотел это все-таки фильм снять. То есть, да, там эти проходы. Мне особенно нравятся диалоги. То есть все так неспешно, нету какой-то вот лишней, знаете, болтовни, суеты. Жигер, М, жигер. Ой, Эмигин таптыгында. это Ты меня степын бағар. ты. И вот еще не стоит забывать то, что в Якутии вообще много историй подобного типа, много мистических рассказов, и это тоже вносит как бы свой колорит при просмотре. Ты где-то видишь знакомые места, может, ты где-то их в детстве посещал. Это все равно вносит свою лепту. История начинается с того, что молодая семья Егор и Анна со своим новорожденным сыном переехали в отдаленное место, где кроме них живет пожилая соседка. Это место все называют Сятярсир, то есть проклятая земля, и желающих там пожить немного. Жене снятся странные сны, где ее похищает злой дух. Муж более скептично к этому относится, но ровно до того момента, пока у него таинственным образом не пропадает кобыла, взрослая самка лошади, и он не отправляется ее искать. И вот потом там начинается самое интересное. Я не буду это спойлерить. Кому интересно, можете сами посмотреть. Особенно страшный момент был, когда главный герой решил открыть дверь и выпустить своего жеребенка. Почему этот фильм мне еще так запомнился? Потому что это единственный фильм, который я смотрел вместе с бабушкой и дедушкой, которые еще были тогда живы. И вот я хорошо помню этот день, как меня позвали за стол. Мы сначала поели и сказали, то, что сейчас какой-то фильм интересный начнется. И когда он фильм начался, причем я так понимаю, то, что бабушка и дедушка тогда не подозревали, то, что будут сейчас ребенку, а мне тогда 9 лет было, показывать фильм ужасов. И поэтому тоже посадили меня по центру. Я был самый близкий, кто сел возле телевизора. Еще звук погромче сделали, потому что дедушка немного плохо слышал. И вот мы сидели и смотрели. Там уже где-то было часов 7-8 вечера. И сидим, мы смотрим. И в какой-то момент я по музыке уже понимаю то, что фильм далеко какой-то не добрый или не о каких-то там, не знаю, приключениях. Эта музыка, атмосфера, она вся прям чувствовалась, то, что нагнетает, нагнетает. И в какой-то момент бабушка с дедушкой переглядывались, и они поняли, то, что это фильм-то про ужасов, фильм ужасов. И тогда я испытал первое, наверное, вот это ощущение страха, когда тебе очень-очень страшно от того, что ты видишь. И звуки эти все пугали. И, наверное, я думаю, дедушка с бабушкой потом сильно пожалели то, что показали мне это, потому что вечером я плохо спал. В детстве нам с братом очень нравилось слушать якутские сказки, точнее, якутские ужастики, мистические. И причем тогда это все рассказывалось, то, что это чуть ли не было вот тут где-то рядом, за углом. И мы вот помню в палатке, когда ночевали, часто там собирались кругом друзей и друг другу рассказывали по очереди. Ну, как правило, в основном мы слушали. И что я помню тогда заметил, то что у каждого ребенка этих историй было там штук десяток. То есть такой огромный контент того времени. Те, кто сейчас этот фильм посмотрят, наверное, скажут, то, что фильм-то вовсе и не страшный. Ну да, тут как бы там есть какие-то моменты, но в целом абсолютно не пугает. Ну, конечно же, не пугает. Сейчас новое поколение, да и не только новое поколение, уже столько ужасов с фильмов снято, то, что тяжело вообще современного зрителя чем-то напугать. А в 96 году это смотрелось все совсем по-другому. Еще не стоит забывать то, что мы смотрели это на старом телевизоре. То есть он чуть ли не был черно-белый, там и оттенки были достаточно такие блеклые. И
многие вещи плохо рассматривались. То есть и камера тогда была простоватая, и зачастую приходилось достраивать, можно сказать, дорисовывать свои фантазии. То есть ты видишь, как-то какой-то предмет там шевелится, ты думаешь, а кто-то там стоит. И поэтому воспринималось это всё совсем по-другому. Тем более сейчас, когда современные фильмы ужасов уже настолько приелись, и у них однообразное клише, то есть человек уже смотрит ужасы и примерно понимает, в какие моменты будет страшно. Это определяется легко по звукам, там, ага, сейчас, значит, будет такая сцена. То есть насмотренность, огромная насмотренность. Тогда же такой насмотренности не было, и поэтому все было в новинку. По телевизору, тем более, эффект был, можно сказать, обалденный. Как правило, при просмотре хорроров большую часть играет и обстановка. Одно дело смотреть с включенным светом, приглушенным звуком, где-то там в обстановке, когда у тебя много друзей. Но совсем другая история, если ты сидишь один или вас там двое, в комнате темно, телевизор и звук погромче. Тогда становится намного страшнее. Конечно, там есть интересные моменты, скажем так. Сейчас, когда современными глазами смотришь, с текущего времени, ты понимаешь, что там, ну, эффекты, да, они где-то простоваты. Если на паузу даже где-то нажать, то становится даже смешно. Но тогда этого не было заметно. То есть тогда это вообще отлично заходило. Ссылку на фильм я оставлю в описании. Я думаю, может, кому-то будет интересно посмотреть. Также, если у вас есть интересные истории, может, вы какие-то фильмы тоже смотрели, или у вас какая-то интересная история есть из детства, смело пишите в комментариях. Я их буду читать. И не забывайте подписываться на канал, а также на Telegram. Там будут периодически выходить интересные новости или интересные истории подобного формата, да и не только.